Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах. Альхамдулиллах. Вассалату вассаляму аля расулиллах. Дорогие братья, мы с вами продолжаем лекции на тему причины пути прощения грехов. И мы с вами открыли тему истигфар, который называется истигфар, то есть в переводе означает просьба о прощении. Астагфируллах, то есть мы говорим, да, означает я прошу прощения у Аллаха. И мы с вами прочитали несколько аятов, хадис про саидуль истигфар, про самый лучший вид истигфара, саидуль истигфар, то есть господин всех истигфаров. И вот сегодня, когда готовился к уроку, я нашел некоторые моменты, которые, оказывается, я вам не договорил. Как, например, мы с вами, я немножко вернусь назад, суратуль Анфаль, 33 аят мы с вами читали, где Всевышний говорит: «Вама кана Аллаху лиюадзибахум ва анта фихим, вама кана Аллаху муадзибахум ва хум ястагфирун». То есть Аллах не наказывал их, Он не наказывал людей, пока ты находишься с ними. То есть пока ты рядом с ними, Аллах не будет подвергать их наказанию. «Ва ма кана Аллаху муадзибахум ва хум ястагфирун». И Аллах не будет их наказывать, то есть подвергать наказанию, пока они будут просить у Аллаха прощения, то есть делать истигфар. И вот Абу Муса, радийаллаху анху, комментируя этот аят, он говорит, что в этом аяте Всевышний дал нам гарантию, два вида гарантии. Гарантия от чего? От наказания. Гарантия от наказания. Суратуль Анфаль, 33 аят, где Всевышний говорит: и Аллах не подвергал наказанию людей, пока ты с ними. То есть пока ты с ними, и Аллах, «Ва ма кана Аллаху муадзибахум ва хум ястагфирун», и Аллах не подвергал их наказанию, пока они просили у Аллаха прощения, то есть делали истигфар. И вот Абу Муса, радийаллаху анху, говорит: у нас, говорит, было две гарантии. Гарантии безопасности от наказания Аллаха. Первое — это кто? Это посланник Аллаха. Пока посланник Аллаха с нами, Аллах дал нам гарантию, что Он не будет нас наказывать, что с небес Аллах не будет посылать наказание. Как Он посылал наказание многим народам. Так ведь? Вот это первая гарантия. Эта гарантия, говорит, у нас ушла. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, покинул этот мир, этой гарантии уже не стало. Все, нет пророка уже. Так ведь? Осталась вторая гарантия. Это истигфар. То есть пока люди будут понимать, что они грешны, и признавая свои грехи, пока не будут просить у Аллаха прощения, Аллах не будет их подвергать наказанию. Поэтому, вот, говорит, у нас две гарантии было. Одна гарантия ушла, осталась только вторая гарантия. Это истигфар. Это истигфар. Следующий призыв к истигфару. Давайте, иншаллах, изучим, прочитаем несколько хадисов, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, побуждает свою умму к истигфару, чтобы умма, люди, всегда мусульмане, просили у Аллаха прощения. Хадис, достоверный хадис в сборниках Ибн Маджа, Абу Нуаим, имам Ахмада и так далее. Сахих хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Туба лиман ваджада фи сахифатихи истигфаран кафиран». То есть туба, дерево в раю, которое называется туба. Туба. Это дерево, это величайшее дерево, которое Аллах Тааля приготовил для верующих. Туба, вот это дерево, где об этом дереве говорится в Сахихуль Бухари. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тень этого дерева невозможно перескакать на лошади, то есть всадник не может перескочить даже за 100 лет.
То есть, если 100 лет всадник на коне будет спешить, скакать, он не сможет перескочить. То есть, невозможно представить величину этого дерева, туба. И также в другом хадисе, много-много хадисов, я просто привожу только те, которые запомнил, да, вспоминаю. Также говорится, что одежда обладателей рая именно извлекается из этого дерева. Туба. И вот очень много хадисов, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призывает нас к чему-то, и как вознаграждение за это посланник Аллаха говорит, ему будет туба. То есть вот это дерево в раю. Туба. Дерево туба для кого? Кто найдет в своей книге, в судный день книги, его благих дел, истигфаран кафиран, то есть много-много истигфаров. Ему будет рай, и ему будет вот это дерево в раю, если он найдет в книге своих дел, благодеяний, много-много истигфара. Поэтому чем больше ангел запишет истигфаров, тем, иншаллах, для нас будет лучше. Поэтому каждый мусульманин, каждая мусульманка по мере возможности должны больше повторять вот эти слова. Истигфар, то есть должны просить у Аллаха прощения. Следующий хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, любой, кто хочет, желает, чтобы его страницы, то есть его благих дел, обрадовали его в судный день, то пусть он больше и больше делает истигфара. То есть пусть он увеличит количество своих истигфаров. Если кто-либо из нас хочет, чтобы в судный день, когда перед ним поставят его, откроют, раскроют его страницы с его делами, с благими делами, да, если он хочет в это время радоваться, да, тогда пусть он увеличивает количество своих истигфаров. Этот хадис хасан, хороший иснад, раваху аль-Байхақи. Имам Байхақи передает этот хадис. Следующий хадис. Вот. Очень, машаллах, хороший хадис, хотя все хадисы хорошие, да, но это особенный хадис, потому что вот этот хадис доказывает, что даже человек, который прошел через все эти испытания, да, он почувствовал вкус, горечь смерти, он почувствовал агонию смерти, он узнал, что такое, познал, что такое темнота, могилы, он прошел через все испытания судного дня, он прошел через сират, мост, и он оказался в раю. Казалось бы, да, вот она победа, больше ничего не надо. Даже оказавшись в раю, Аллах может поменять его положение из-за чего? Из-за истигфара его детей, его потомства. То есть, казалось бы, он уже заслуженно, по милости Аллаха, он нашел свое место в раю, вот его дом, вот все его условия райские, да, но, альхамдулилля, Аллах увеличит его награду, увеличит его состояние даже в раю, улучшит, да, за то, что его потомство делает истигфар. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна раджуля ля турфа дараджатаху филь джаннати фаякуль». Воистину мужчине Аллах возвысит его степень в раю, то есть возвысит его степень в раю, и он скажет: «Анна ли хада», а за что мне это? То есть, казалось бы, вот он же все уже в раю, Аллах ему дал, и никто там, конечно же, не будет жаловаться, потому что Аллах всем даст не только, то есть Аллах всем даст не по мере наших благих дел, потому что, как посланник Аллаха сказал, ни у кого из нас, то есть даже у пророка, так ведь, дела не заслуживают рая. И сподвижники спросили: даже у тебя, я Расулаллах, даже твои дела не стоят цены рая? Посланник Аллаха сказал: даже мои дела, они не стоят цены рая. И рай Аллах дает его только по милости. То есть за то, что ты
снискал его довольство, Аллах доволен тобой, и он вот подарил тебе этот рай. Поэтому заслужить рай никто не сможет. И никто не сможет сказать, вот когда он вернется вот в эту вечную обитель, да, вот в эти райские сады, увидит вот то, что Аллах ему дал, и никто не сможет сказать, это я заслужил. Потому что рай невозможно заслужить. Ты снискал довольство Аллаха. Аллах тебе просто подарил это все. Просто подарил. Поэтому человек, он оказался в раю, Аллах, машаллах, смилостивился над ним, но Аллах больше увеличил его удел. То есть он возвысил его степень. И тогда он скажет, «Анна ли гада? За что мне это? За что мне это?» Да? И «Фаюкаль бистигфари валадика лака». То есть Аллах за что тебе возвысил, да? Еще больше дал степень. «Бистигфари валадика лака». То есть посредством истигфара твоего ребенка за тебя. То есть твоих детей за тебя. Получается, ты оставил после себя, альхамдулилля, достойных детей, внуков, и они все время вспоминали тебя во время дуа, во время тахаджудов, да. А может быть, кто-то во время хаджа вспомнил отца, так ведь? Потому что мы всегда должны вспоминать наших родителей, мы всегда должны уделять особое внимание во время дуа нашим самым близким людям, нашим родителям. Даже если они не в исламе, мы обязательно должны делать за них дуа и просить за них наставления, иман, чтобы Аллах Тааля дал им иман, так ведь, пока они живы. Если они в исламе, мы должны благодарить Аллаха, мы должны тауфик просить, хидаят просить, и чтобы Аллах Тааля простил им грехи, даже если они умершие, да? Если они мусульмане, мы должны всегда делать за них дуа, знак благодарности за то, что они там воспитали нас, за то, что они там трудились из-за нас, так ведь? Поэтому всегда мы должны делать дуа. И, альхамдулилля, самая великая дуа, которую мы можем за них попросить, это истигфар. То есть мы можем там сказать, о Аллах, дай моему отцу вот то-то, 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 да. Если мы просто одним словом скажем, о Аллах, прости моему отцу грехи, прости моему брату грехи, прости там моей маме грехи, моей бабушке грехи, да. Если Аллах простит ее грехи или его грехи, то все, что ты там повторял, это все будет. Но главное условие, чтобы Аллах простил ему грехи. Поэтому самое наилучшее дуа, вот, что мы можем просить, это истигфар. Истигфар за умерших. Если Аллах простит, все. Остальное все будет, иншаллах. Поэтому посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям просил, чтобы Аллах простил им грехи. И Абу Ханифа, рахимахуллах, я это все время повторяю, и вы поверьте мне, я себе это больше повторяю. Да? Абу Ханифа, рахимахуллах, говорил, что после каждой молитвы, то есть это получается минимум 5 раз в день, да, после каждой молитвы я не вставал с места, пока не просил у Аллаха дуа, истигфар за моих родителей и за моего устаза. То есть за моего учителя Хаммада, у которого он нашел вот это знание, вот это богатство. Поэтому обязательно он после каждой молитвы просил дуа за своих родителей и за своего устаза Хаммада. И когда вот эти слова услышал его ученик Абу Юсуф, когда, говорит, умер мой устаз, Абу Ханифа умер, я в первую очередь делал дуа после каждого намаза за моего учителя Абу Ханифу, а потом за моих родителей. То есть получается, Абу Юсуф, увидев пример, вот как Абу Ханифа просил дуа, истигфар за своих родителей, за своего устаза, он вот в знак благодарности, да, даже захотел в первую очередь просить за своего устаза, а потом только за родителей. И что касается вот этого момента, у Ризы Хазрата, Риза ад-Дин бин Фахруддин, это был нашим действительно великим муфтием 100 лет назад, да, и, машаллах, написал столько книг хороших, пусть Аллах смилостивится над ним, Аллах на рахмат дабулсан. И вот он открывает эту тему, да, вот устаз в первую очередь или родителей.
И вот он говорит, что некоторые ученые даже ведут разговор о том, в первую очередь, за кого делать дуа, за устаза или за родителей. И некоторые ученые говорят, он пишет там, что устаз даже может быть оказаться первым, то есть впереди даже родители. Почему? Потому что, говорят, родители, они подарили тебе жизнь мирскую. А мирская жизнь полна она проблем разных, так ведь? Разных искушений. А устаз, подарив тебе знание, он подарил тебе райскую жизнь. Потому что через только знание, понимание ислама ты находишь путь в рай. Так ведь? Поэтому, если, говорит, посмотреть с этой стороны, тогда даже устаз может оказаться впереди даже родителей. Вот поэтому это так он пишет. У него книга есть «Шакиртлик адабе» называется, которую он написал ученикам, как школ, так и мадресе. Вот, поэтому это очень важная тема, очень важный момент, когда вот действительно, даже если наши родители умерли, наши родные, наши просто братья, вот чем больше мусульман, тем, наверное, и мы будем терять наших братьев, сестер, так ведь? Поэтому не обязательно, чтобы это твой родной был там или знакомый, да, попроси за того брата, за этого брата, которые покинули эту землю, попроси за всех мусульман. О Аллах, скажи, прости всем умершим моим братьям, сестрам, которые не могут сегодня, как мы, намаз почитать, не могут уразу подержать, да, не могут сами тауба и истигфар сделать. Все, их время прошло. Но, альхамдулиллях, у них есть братья, у них есть сестры, которые еще остались на этой земле, и у них есть возможность. У них нет, а у нас есть. Попросить за прощение у Аллаха и за их грехи. Поэтому Аллах Тааля, когда обратился к пророку Мухаммаду, он сказал: «Фа'алям, и знай же, аннаху ла иляха илляллах, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, вастагфир ли замбик, и попроси прощения у Аллаха за свой грех, валиль му'минин, и попроси прощения за верующих». Поэтому, альхамдулилля, это есть сунна, это есть аят в Коране, и мы должны это использовать. Идем дальше. Также посланник Аллаха, хадис, достоверный хадис, раваху аль-Байхаки, который передает нам Аиша, радийаллаху анха, супруга нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи саллям. Посланник Аллаха, когда делал назидание Аиша, он сказал: «Фастагфирилляха ва туби илейхи». Проси у Аллаха прощения и туби илейхи, то есть делай покаяние перед ним. Кайся, делай тауба. Фа инна таубата мина дзанби, и воистину покаяние от греха это аннадаму валь истигфар. Это раскаивание в том, что ты совершил, и что? Аль-истигфар. То есть это просьба о прощении. Что такое тауба? Посланник Аллаха сказал: это есть раскаивание, когда ты понимаешь, что ты сделал неправильно, когда ты каешься, и ты просишь у Аллаха прощения. Это, еще раз повторяю, сахих, достоверный хадис, раваху аль-Байхаки. Следующий хадис, раваху Муслим, сборник имам Муслим, имам Ахмад, Абу Дауд, Ан-Насаи, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инни ла астагфируллаха фил яуми ми'ата марра». Воистину я ла астагфируллах, то есть непременно прошу у Аллаха прощения каждый день 100 раз. 100 раз. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, каждый день просил у Аллаха прощения 100 раз. В другом хадисе, этот хадис в сборниках Ибн Хиббан, Ан-Насаи, достоверный хадис, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инни ла атубу иля Аллахи та'аля фил яуми саб'ина марра». Воистину я каюсь перед Аллахом в день саб'ина марра, то есть 70 раз. 70 раз я делаю покаяние перед Аллахом. Это достоверный хадис. Следующий хадис, также достоверный, раваху Тирмизи, который передает нам
Абу Хурайра, рады Аллаху анху, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инни ла астагфируллаха фил яум саб'ина марра». Тут уже как бы повторяется разные риваяты. Воистину я прошу у Аллаха о прощении моих грехов в день саб'ина марра, 70 раз. 70 раз. Следующий хадис: «Валлахи». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, клянется Аллахом: «Инни, воистину я, ла астагфируллаха ва атубу илейхи фил яум акфар мин саб'ина марра». Я непременно прошу у Аллаха прощения и каюсь перед Ним, делаю покаяние фил яум, в день, акфар мин саб'ина марра, больше 70 раз. Больше 70 раз. Следующий, этот хадис у нас Равахуль Бухари. Следующий хадис, также достоверный, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тубу иля Аллахи та'аля». Кайтесь перед Аллахом. Кайтесь, делайте покаяние перед Всевышним. «Фа инни атубу илейхи кулля яумин ми'ата марра». И воистину я каждый день, ежедневно каюсь перед Ним ми'ата марра, 100 раз. То есть вот где-то 70, где-то больше 70 раз. Вот в этом аяте, в этом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал 100 раз. 100 раз. Если брать пример саляфу салих, праведных предшественников, если брать пример, например, сподвижников, мы видим, что они делали истигфар еще больше. Еще больше. Были сподвижники, у которых были камни, например, там бурдюк, сосуд с камнями, и там было по 1000 камней, например, там еще больше. И они за целый день пересчитывали эти камни. То есть астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. И даже вот эти, например, щетки, кто-то там называет бидгатом, там приводят ученых. Ученые говорят по-разному. Есть ученые, которые говорят, это бидгат, но есть много ученых, которые говорят, это не бидгат, потому что сподвижники, они использовали и камни, и другие предметы, чтобы нести просто что? Расчет. Поэтому поклонение не в этих кружках, а это просто как калькулятор для нас, да? То есть, чтобы не сбиться счету. Кому как удобно. Но нельзя говорить, ты там бидгатчик, ты что делаешь? Очень много больших ученых, которые говорят, нет, это не бидгат. Хотя есть те, которые говорят, что это бидгат. Но это мнение отдельных ученых. Поэтому это не хадис или там не иджма'уль уляма. Поэтому не будет несправедливо, если кто-то там скажет, там, все, это бидгат. Были случаи, когда убирали братья все щетки куда-то там выкидывали. Потом ходишь, ищешь, а где у нас это дисбля? А это бидгат, мы там с бидгатом боремся. Поэтому у сподвижников это было, так ведь? Хотя, может быть, не в этой форме, да? И вот Абу Хурайра, рады Аллаху анху, говорит: «Валлахи, я клянусь Аллахом, что каждый день я прошу Аллаха прощения 12 000 раз». 12 000 раз. То есть он, конечно, наверное, использовал что-то, чтобы это запоминать, да? Но он не 100 раз, не 200, он 12 000 раз каждый день просил у Аллаха прощения за свои грехи. Потому что они понимали важность этих хадисов. Туба, то есть дерево в раю для кого? Кто найдет на своих страницах много-много истигфара. Они этот хадис использовали. Не то, что мы там на уроке послушали, о, машаллах, Бухари приводит, о, сахих, и так забыли все. Так ведь? Поэтому они все это использовали. Они брали один хадис, слышали, и все, и они использовали это всю жизнь. Всю жизнь они хотели, чтобы действительно на страницах их благодеяний было много истигфара. И вот в этом разница между нами и вот между сподвижниками и последователями сподвижников. Они слышали один аят, они брали один хадис, да, и все, они превращали этот аят или этот хадис в неотъемлемую часть их жизни. А мы с вами слышим 100 хадисов, 50 хадисов, и как слышали, так и забыли. Так ведь? Поэтому вот 12 000 раз. Также имам Катада, рахимахуллах, говорит, эта книга, то есть Коран, указывает на вашу болезнь и на исцеление, то есть на лечение этой болезни. Правильно будет, да? Дава, то есть на лечение этой болезни. Болезнь – это грехи, дзунуб, а дава – лечение – это истигфар.
То есть Коран указывает на вашу болезнь и лечение этой болезни. Болезнь – это наши грехи, а лечение этих грехов что? Вот как раз это мыло, про которое мы с вами говорили, да? Мыло, посредством чего мы очищаем нашу одежду. Это истигфар. То есть это лечение, поэтому нужно всегда делать истигфар. Также имам Муджахид, рахимахуллах, говорит, кто не кается перед Аллахом каждое утро и каждый вечер, он является залим. То есть это нечестивец, это залим. То есть это нечестивец. Если он каждое утро и вечером не будет у Аллаха просить прощения, понимая за свою, не видя свои грехи, понимая, что он весь в грехах, так ведь он уже нечестивец. Он называл его залимом. Но это высказывание уже праведных предшественников. Следующий хадис, этот хадис достоверный, который передает нам имам Тирмизи, Хаким. Некоторые ученые говорят, что это достоверный. Где посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аш-ширку фийкум ахфа мин дабибин намль». То есть ширк, многобожие, среди вас скрыто больше, более скрыто, чем маленький муравей. То есть вот некоторые говорят, вот я не делаю ширка, да, но мы знаем, что есть большой ширк, который напрямую выводит человека за рамки ислама. То есть человек, понимая, что это ширк, и если он это будет совершать, будь то он там молящийся, постящийся, там трижды хаджи или там, да, 8-кратный хаджи, да, разницы нет. Если он совершал большой ширк, Аллах сохласан, это выводит его за рамки ислама. А есть помимо большого ширка, есть еще виды маленьких ширков. Так ведь? И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ширк, многобожие среди вас, оно даже более скрыто, то есть оно подбирается к человеку, к сердцу человека даже более скрыто, чем маленький муравей. То есть маленького муравья ты можешь и не заметить, так ведь, как он подкрадывается. И вот так же человек может даже и не заметить, что он что-то сказал, и в этих словах есть ширк. Человек может, мы знаем, скрытый ширк, самый скрытый ширк, это рия, это показуха. Когда человек вместо того, чтобы снискать только довольство Аллаха, он начинает совершать какое-либо благодеяние, чтобы там кто-то увидел его, кто-то рассказал о нем, кто-то услышал про него. Это называется рия ва сум'a, то есть когда показуха, рия. Поэтому ширк, он подкрадывается даже более скрытно, чем маленький муравей. И «Саадуллюка аля шейин, ида фаальтаху, адхаба анка сигара ширки ва кибари». И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «И я укажу тебе на то, на то дело, если ты это будешь совершать, придерживаться этого, то Аллах избавит тебя как от малого ширка, так и от великого». То есть, получается, посланник Аллаха, он говорит тебе, да, ты, он делает насихат одному из своих сподвижников. Сейчас посмотрим, кто это. Абу Бакр, радийаллаху анху. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает ему и говорит: «Я научу тебя тому, если ты будешь это делать, придерживаться этого, Аллах избавит тебя как от малого ширка, так и от большого». Такуль, говори: «Аллахумма инни а'удhu бика ан ушрика бика ва ана а'лям ва астагфирука лима ла а'лям». То есть: «О Аллах», говори, обращайся к Аллаху со словами: «О Аллах, воистину я ищу Твоей защиты». То есть я прибегаю к Твоей защите, ан ушрика бика ва ана а'лям, чтобы я предавал Тебе в сотоварищи кого-либо, зная это, понимая это. То есть: Аллах, упаси меня от этого, чтобы я, понимая, зная, что это ширк, я предаю Тебя кого-то в сотоварищи, зная это. Ва астагфирука лима ла а'лям. И я прошу у Тебя прощения, если я предаваю Тебя сотоварищи кого-то, не зная это, не понимая.
То есть иногда человек может даже сам не понять это. Может вот этот ширк проскользнуть. Поэтому тут оба варианта. О Аллах, спаси меня от того, защити меня от того, чтобы я делал ширк, зная, понимая это. Если я чего-то не понимал, чего-то не проморгал, так ведь, например, вот рия. Иногда бывает, что в начале дела мы, казалось бы, делаем это только ради него, да? А вот там кто-то появился, субханаллах, и все. Мы не прошли испытания, так ведь? А шайтан же, он всегда, он хитрый, и нафс наш хитрый. Нафс, вот мое вот это большое я, он всегда желает получить свой удел, что бы ты ни делал. Поэтому прежде чем сделать намерение, то есть мусульманин, вот ему сделать, нужно это делать или нет. Например, ему нужно дать садаха. Садаха, да? Нафс говорит, не давай садаха. Не надо тебе давать, не занимайся этой ерундой. Да? Потому что те деньги, которые ты сейчас хочешь кому-то дать, пожертвовать, да, на пути Аллаха, ты же можешь использовать вот там, вот здесь. То есть ты же можешь мне дать. Нафс говорит, оставь мне. Мое большое я говорит, так ведь? И некоторая часть людей, они не выдерживают бой, первый раунд. Все, нафс его повалил, он решил не давать. Ну ладно, у меня тут много еще нерешенных вопросов, мне надо туда, это купить надо. Телефон уже я, субханаллах, целый год ношу. А там уже новый придумали, да? Или там уже 2 года на одной машине, надо сейчас... Там фары поменяли же, сейчас надо другие фары покупать, да? И вот, все. То есть он проиграл первый раунд. А некоторые, альхамдулилля, не проигрывают первый раунд. Они идут дальше. Все, бисмилля, я вытащу, я лишу тебя, то есть моего нафса, своего удела, но я отдам. И вот ни за что никогда не думайте, дорогие братья, что нафс, он сдается вот здесь. Он там обиделся весь. Да ладно, давай, сколько хочешь, и ушел. Никогда такого не будет. Еще есть второй раунд. Еще есть второй раунд, да? А второй раунд это что? Он ставит себе задачу. Вот он решил, хозяин решил, у него иман, богобоязненность, все, он выдержал первый раунд, и он все-таки решил дать садаха. Так ведь? И он сейчас понимает, идет второй раунд боя. Он понимает, что он садаха все равно даст. И вот здесь он задает тот же вопрос. Что я могу взять с этого? Что я могу взять с этого? А? Когда он все-таки решил, хозяин, дать садаха. А ты это расскажи всем. И люди, они похвалят тебе, медаль тебе дадут или еще что-то. А это уже удел чей? Нафса. Так ведь? И он прилагает все усилия, он сделает все, чтобы ты хоть кому-то, ну хоть жене рассказал. Она хоть повосхищается тобой. Машалла, ты у меня только один такой. Да? Я такая счастливая, что замуж за тебя вышел. Да? То есть он хоть кому расскажет. Потому что это удел нафса. Нафс хочет взять свое. Но в итоге ты проиграл второй раунд. Потому что все, что делается не ради Аллаха, все, что делается через рия, показуху, в судный день человек найдет это садака, где? На чаше благодеяния или на чаше грехов? На чаше грехов, потому что это рия. Все, Аллах не принял его садаха. Получается, он первый раунд выиграл, второй проиграл. Но кто-то, машаллах, у него воля сильная, Аллах дал ему сил, и он выигрывает и второй. Он никому не рассказал. Он никому не рассказал. Машаллах, никто, может быть, даже не узнал, что он там садаха дал, да? Но бой еще не проигран у нафса. Есть еще третий раунд, и ученые говорят, вот в третьем раунде иногда многих нафс просто нокаут отправляет, да? Если нафс не нашел никого, чтобы ты ему рассказал о твоем благодеянии, да? Вот, никого не было. И кошки не было рассказать, да? Или... Все, вот ты никому не смог рассказать. Тогда нафс начинает это рассказывать самому себе. И внутри человека появляется следующая болезнь, которая называется аль-уджиб. Аль-уджибу бин нафс, когда человек начинает восхищаться собой. Вот это я. Это только я так могу. Тахаджуды там, ночи напролет. Понедельник, четверг, там, ураза. Это только я. Он это никому не рассказывает, но это он восхищается самим собой. Это называется аль-уджиб. То есть
он проиграл, также проиграл. И очень много вот этих набожных людей, которые там все время ураза, там были же вот эти монахи, были монахи еще до пророка, саллаллаху, да, которые день и ночь поклонялись, и вот многих поражала вот эта болезнь, это ауджиб, то есть когда человек вот думал, только я так могу. Вот если я бы дуа сделал, Аллах бы меня принял, потому что у меня же выше немножко, да, вот это проблема, это проблема. Поэтому мы немножко ушли от темы, но я думаю, это тоже полезно для нас. И вот ширк, как раз ширкуль хафи, то есть скрытый ширк, это есть рия. Это очень сложный процесс, очень сложный. Поэтому ученые говорили, для нас намного сложнее сделать намерение и сохранить его, нежели совершить какое-то благодеяние. То есть вопрос нията, он намного сложнее. Поэтому имам Бухари начал свою книгу, сборник хадисов, «Иннамаль а'малу бинният». Воистину, каждое дело связано с ниятом, и каждому воздастся по намерению. Поэтому шайтан иногда говорит, да делай, я все равно заберу это дело, потому что намерение. Вот самое сложное в любом деле это сохранить чистоту намерений, потому что шайтан как раз давит на это, и в судный день многие люди просто потеряют свои благодеяния, и они оказываются просто бесполезными, тщетными, потому что они потеряли степень своего намерения. Поэтому ширкуль хафи. Следующий хадис, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Куллю бани адама хатта ва хайруль хаттаина тауабун». Каждый из числа сынов Адама, то есть они ошибаются. Каждый человек, он ошибается. Нет среди людей ангелов. Все люди ошибаются, все мы ошибаемся, все мы совершаем какие-то грехи в жизни, так ведь мы ошибаемся. Ва хайруль хаттаина. И вот самые лучшие среди этих ошибающихся это ат-тауабун, это те, которые делают покаяние. То есть, которые понимают, что они ошибаются и просят у Аллаха прощения. Поэтому все мы ошибаемся. Но лучший из нас тот, кто понимает, что он в грехах и просит за это у Аллаха прощения. Поэтому вот это хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хасан, раваху Ахмад, Тирмизи, Ибн Маджа, Хаким, который передал нам Анас, радийаллаху анху. Следующий хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Лау аннакум такунуна аля кулли халин аля аль-халати аллати антум алейха инди». Если бы вы продолжали бы находиться в том состоянии, в котором вы находитесь, находясь передо мной, то есть когда вы сидите передо мной, когда они слушают пророка, саллаллаху алейхи, потому что сподвижники, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал им о рае, они забывали абсолютно все. И они оказывались в раю. То есть они уже сидели в райских садах, в райских домах, да, вкушали райские плоды, то есть все, они уходили в рай. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, им рассказывал про джаханнам, про ад, они все оказывались в аду. Все, они сидят вот в аду, они чувствуют это все, да. Когда он рассказывал про кабр, могилу, они это все видели, чувствовали, да. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал, если бы вы продолжали находиться в том состоянии, в котором вы находитесь, сидя передо мной, то ангелы, они бы здоровались с вами за руки. То есть ангелы бы начали здороваться с вами за руки. И они бы навещали вас в ваших домах. То есть ангелы сами бы ходили к вам, если бы вы оставались находиться в том состоянии, в духовном, да, в котором вы находитесь передо мной. Потому что любой человек, и даже сподвижники, когда уходили от пророка, саллаллаху алейхи, их дома ждали жены, дети, долги, там, проблемы, так ведь? И все равно вот эта мирская суета, она засасывала. Поэтому Ханзаля же был, да, радийаллаху ан, который пришел к Абу Бакру и сказал, я Абу Бакр, нафака Ханзаля. О, Абу Бакр, Ханзаля стал мунафиком. Я стал мунафиком. Абу Бакр испугался. Что случилось? Так вот, говорит, я вот подумал, когда, говорит, я сижу перед пророком, он рассказывает про рай, я оказываюсь в раю, он рассказывает про ад, я оказываюсь в аду.
А когда я покидаю вот это собрание знаний, дети, жена, проблемы, я все ухожу. Это состояние покидает меня. Так вот это же есть лицемерие. Абу Бакр подумал, так у меня тоже так же. Так пошли давай к пророку. Они вдвоем пошли к пророку решать проблему. Приходят стучаться, пророк выходит, салям алейкум, алейкум салям. Я Расул Аллах, Ханзаля стал мунафиком. Мунафик говорит. Посланник Аллаха удивился, а что? Почему так? И он рассказал, вот когда мы сидим перед тобой, у нас духовное состояние, оно вот такое, а когда мы возвращаемся домой, жена, дети, там хлопоты, кормить надо, стирать, это надо, то надо, все, покидает это состояние. И посланник Аллаха, да, конечно, так. Поэтому время от времени вы должны возвращаться, системно, то есть. Поэтому, и вот здесь посланник Аллаха сказал, если бы вы продолжали оставаться в таком же состоянии, в котором вы находитесь передо мной, то ангелы за руки здоровались бы с вами. Но если бы вы перестали грешить, вот завершение хадиса, да, посланник Аллаха сказал, если бы вы стали такими, да, и ангелы с вами здоровались, но вы должны понять, если бы вы перестали грешить, то Аллах отправил бы на эту землю тех, которые будут совершать грехи, чтобы прощать им эти грехи. Поэтому люди, они все равно будут ошибаться. Они все равно будут совершать какие-либо прегрешения, чтобы они понимали, что они совершают эти грехи, и просили у Аллаха прощения, и чтобы Аллах прощал им эти грехи. Этот хадис сахих, достоверный, раваху Ахмад Тирмизи, и этот хадис передал нам Абу Хурайра, радийаллаху анху. Еще два хадиса, наверное, и на этом на сегодня все. Следующий хадис, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис передает Абу Муса, радийаллаху анху, сборник имама Табарани, достоверный хадис. Посланник Аллаха сказал, «Ма асбахту гадатан кад илля астагфарту Аллаха та'аля фиха ми'ата марра». То есть посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, я никогда не доживал до утра, кроме как, то есть каждый раз, когда я встречал утро, я обязательно просил у Аллаха прощения в это утро ми'ата марра, 100 раз. То есть получается 100 раз. Мы это знаем, слова поминания Аллаха утром и вечером, которые совершал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому 100 раз он делал по утрам истигфар. Следующий хадис. Я ма'шаран ниса. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда давал назидание, урок женщинам, он обратился к женщинам. О, женщины, жертвуйте на пути Аллаха и больше увеличивайте количество истигфаров. То есть увеличивайте количество истигфаров, потому что фаинни раайтукунна акфар ахлинна, потому что я видел, что вы большинство обладателей ада. То есть когда посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Всевышний показал обладателей ада, он увидел, что там женщин было больше, чем мужчин. Но пусть женщины это не будут, это будет пусть назидание для женщин, но мы должны понимать, что и в раю женщин будет больше, да? Это тоже есть. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, жертвуйте на пути Аллаха и больше делайте истигфар, потому что я видел, в аду женщин было больше. То есть большинство обладателей ада были женщины. Это хадис раваху Муслим, Ибн Маджа от Ибн Умара, радийаллаху анху. Следующий урок мы с вами начнем, иншаллах, изучать несколько аль-ад'иятуль ма'фура фил истигфар, то есть слова истигфара, которые оставил для нас как наследие, великое наследие, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть какими словами, формами истигфара посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, просил у Аллаха прощения. И самое первое, что мы с вами, иншаллах, пройдем, изучим, это саидуль истигфар. Это господин истигфара, то есть это самый лучший вид истигфара,
которому призвал нас пророк, саллаллаху алейхи вассалям, саидуль истигфар. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Дорогие братья, не забывайте витр первое. И завтра, иншаллах, кто может, я призываю всех поститься, потому что сунна. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.